Позади длительная реорганизация Коми-научного центра и создание Федерального исследовательского центра. Теперь можно подвести итоги за 2019 год. Они, по словам руководства КНЦ, впечатляющие. Недаром Министерство науки России КНЦ отнес к первой категории по результативности работы. Сегодня здесь готовы для нового рывка. ФИЦ ждет. В ближайшее время, когда выстрелят молодежные лаборатории, недавно открыли 4 таковых. Под них было выделено дополнительно 45 ставок для молодых специалистов. Руководство центра отмечает, если раньше наука среди молодежи была невостребованной, то сейчас идут с желанием. Сегодня наука становится очень престижным направлением, очень престижной профессией, высокооплачиваемой профессией. Ученые получают 200% от средней заработной платы по региону, имеют служебное жилье, возможность получить сертификат на приобретение жилья, гранты на исследования, на зарубежные поездки. Все это делает нас, дает нам возможность уже выбирать лучшие кадры из тех, что у нас есть. Впервые за многие годы у нас увеличилось в 2019 году прием в аспирантуру. В 2019 году мы приняли в аспирантуру 21 аспиранта. Последний раз такой прием у нас был в начале 80-х годов. Впрочем, для некоторых научных направлений все же кадров не хватает. Скажем, в Институте социально-экономических и энергетических проблем Севера. А между тем, здесь ученые бьются над решением массы задач, которые в первую очередь касаются простых жителей Коми. По словам специалистов, сегодня они добились хороших результатов в оценке состояния режима энергосистем в реальном времени. Это прогрессивная технология, лет через 10 будет востребована во всем мире. А у простых людей будет возможность платить, например, за то же электричество по факту потребления. Я в реальном времени, можно сказать, вижу, как режим изменяется и как сделать его более оптимальным с позиции потерь мощности, потерь электрической энергии. Как... Сокращение расходов? Конечно, конечно. То есть все время идет оптимизация режима с позиции сокращения расходов, с позиции, скажем, уменьшения расходов топлива там, или, скажем, тарифной политики, если мы тарифы уже назначили и прочее, прочее. Свои критерии стоят и идет этот режим. Понятно, что в большей степени стараемся загружать гидроэлектростанции, если есть энергообеспеченность, меньше, чтобы топливо сжечь. Открытие Института агробиотехнологии, диссертационных советов, публикация порядка 400 научных статей, разработки и открытия. 2019 год богат на важные события. Сами ученые отмечают несколько. Одно из них в прошлом году потрясло весь мир, когда наши специалисты обнаружили останки древнейшего позвоночного животного на суше – тетрапода. Принимали сотрудники КНЦ участие и в разработке плана развития Воркуты и Инты, куда внесли свои предложения. Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган.